Добрый вечер. С вами программа «Якутия Лайф» и ее ведущие Ирина Ефимова и Иван Луцкий. В субботу республика отметит День родного языка и письменности. И сегодняшний эфир мы посвятим этому празднику. Дороболрун кюндюк речелер. Вроде бы я сказал правильно. Ну да. Для живущих в Якутии людей родные языки – это эвенский, венкийский, юкагирский, долганский, якутский, русский и многие другие. Удивительно, но в нашем регионе легко можно найти курсы английского, китайского, испанского и других иностранных языков. Но изучить язык, который для многих проживающих в Якутии является родным, гораздо сложнее. Да, к сожалению, я знаю об этом не понаслышке. Многие не устают обсуждать и осуждать, что Ирина Ефимова, которая столько лет проработала пресс-секретарем Айсена Николаева, внучка народного поэта, не знает якутского языка. К сожалению, это действительно так. Я немножко понимаю, то есть во взрослом возрасте я научилась, немножко понимаю, кратык санрабын, но вот не больше. И, как выяснилось, курсов для взрослых в республике нет. В городе, по крайней мере. По крайней мере, это было очень сложно, потому что я искала занятия. К тому же, бывают, когда курсы, там надо с самого нуля учить. Вот. У меня как бы вроде бы как есть начальные знания, но их хватает для того, чтобы, например, я поняла то, что написано в газете, но читать литературу, конечно, я не могу. Потому что русская школа, русский садик, выросла в городе, мама тоже выросла в городе, и сама якутского не знаю, поэтому дома мы говорили все на русском. Ну, вот продукт советской эпохи, короче. Ну, у тебя все впереди, не переживай. Так я нашла занятия, записалась в лист ожидания. Со мной, кстати, тоже многие просились записаться. Яна Угарова, например, редактор журфикса, тоже просила, скажи мне. Вот мы записались в лист ожидания, нам сказали, что позвонят, когда наберется группа. Ну, так никто и не позвонил. Ну вот иногда так бывает. Вот, кстати, Толя Семенов, который у нас министр инноваций, он записал в Инстаграме видео, он активно учит якутский язык, и над этим видео многие хейтеры, так называемые люди, которые любят выискивать весь негатив, они посмеялись, сказали, вот как так, он там коверкает слова и неправильно изъясняется. Но тем не менее он не стесняется, он активно изучает якутский язык и, кстати, записал видео поздравления, да, как раз в честь Дня родной письменности и культуры. Предлагаю его посмотреть. Олунню, он үш күнігер, түребіт тыл, оны сұрук бичек күнін белетейбіт. Сахабыт тыла, андайду былыргыт тыларыттан бердестере болар. Онон бейгі кен туттабыт. Тылбытын ычаттарға халлары бейгі ыты киеспит болар. Бейгі министерствебет үлетін бір хайсқата тылбытын сып бара егерегер келлери. Ол гынан баран, тылбыт тыннах халарын туғығар бейі тоқтан да толуаққа сахалы саңарапытын нады. Сахалы саңаран бағалақ жону күлі гымаққа өйекпітін нады. Иннеден туран, бір дөйдолақтырбын бірағынығынан үй сүрікпеттен әхерделейбін. Е тылбытын таптыға. Ну вот, кстати, Анатолий такой же продукт советской эпохи, как и я, мы с ним примерно ровесники. Надеюсь, все те, кто стеснялся в взрослом возрасте учить якутский язык, возьмут пример с нашего министра. Тем более мы нашли, с чьей помощью, оказывается, можно изучать якутский в любом возрасте. Сегодня с нами на прямой связи доцент кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода Института языков и культуры народов Северо-Востока России Северо-Восточного федерального университета, кандидат филологических наук Акулина Александровна Васильева. Также старший преподаватель кафедры стилистики якутского языка, русско-якутского перевода Института языковой культуры народов Северо-Востока России, также Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Ульяна Романовна Плотникова и администратор Саха-Википедии, кандидат медицинских наук, что вдвойне приятно, магистр лингвистики, член Совета по развитию языков при главе Якутии Николай Николаевич Павлов. Халан, добрый вечер. Задать вопрос нашим гостям можно не только нам с ведущим, но и вам. Это можно сделать в прямом эфире. В телефон студии у нас остается прежним 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии WhatsApp 8 914 273 44 88. Задавайте вопрос. Сейчас вместе с нашими гостями посмотрим, как на родном якутском языке говорят в разных районах республики, произносят те или иные слова. Материалы подготовили журналисты телеканала «Якутия-24».
Марын, Майын, барын, умухах, онкучах, күле, тыраха, мәне, мәлі, омухах, Инь. оғыру, коронка, күрі, бүтей, бедірі, солур, копта, бәхінке, кығылығы, әхә қай, ыңачык, Нерева. Акулина Александровна, что вы скажете после просмотра ролика? Как правильно или можно и так, и так? Кстати, кафедра это переводила название остановок в Якутске, Во. которые озвучивают в автобусах. И были споры насчет того, как правильно перевести кинотеатр «Центральный» или другие названия, с какими остановками были сложности и почему. Это уже второй вопрос. Добрый вечер всем. Я сначала отвечу на первый вопрос. Да? Мы сейчас прослушали варианты диалектных говоров, скажем так. Я ничего не твоего прочитала. Конечно, наши улусы, у всех есть свой говор. И литературной нормой считается вот говор центральных якутов, Татинского улуса и так далее. Все остальное считается не литературной нормой, не литературным языком, да, диалектами. Но это составляет все богатство нашего языка. И наши ученые по этим диалектам, по тому, какие звуки мы произносим в тех или иных улусах, да, даже могут составить историю якутского народа. Очень интересно. А по второму вопросу я хочу заметить следующее. Переводы названий автобусных остановок переводил Институт гуманитарных исследований, а наша кафедра выступила экспертом. В 2018 году, в конце 2018 года, правительство обратилось к нашей кафедре, чтобы мы, скажем так, проверили, да, перевод названия остановок, потому что все равно одна голова хорошо, а два лучше. Да? И наши сотрудники составили такой документ, экспертизу на 6 листах, по-моему, да, с основными рекомендациями, с основными ошибками, которые необходимо было устранить. Но там основная суть заключалась в том, что там в первом варианте перевода Института гуманитарных исследований были в основном заимствованные варианты, в заимствованные произношения, в заимствованном написании, то есть чисто в русском языке. Наша кафедра предлагает якутизированный, скажем так, транскрибированный вариант названий остановок, названий вообще заимствований всех из русского языка, потому что дело в том, что у каждого народа есть своя артикуляционная база, и вот эта артикуляционная база составляет уникальность языков, да? И мы в русский язык термины, например, из древнегреческого языка, английского современного языка, мы же не заимствуем в такой чисто английском произношении, да, или в каком-то древнегреческом произношении. Мы же эти термины, которые приходят в русский язык, мы же их осваиваем, да, в русском произношении, в русской артикуляции. И то же самое должно происходить, и когда заимствуются термины, новые слова, не только термины, да, а новые слова в любой язык. Язык защищает таким образом свою суть, свое самое, да. И поэтому наш институт поддерживает вариант заимствований
ну, якутизированный, скажем так, транскрибированный. Спасибо, Акулина Александровна. Вот как раз еще вашей коллеге, уже вопрос Ульяне Романовне. Вы обучаете якутскому языку, ведете факультатив. Кстати, где и кто у вас занимается? Взрослые или дети тоже? Может быть, есть какой-то самый старший или младший среди слушателей курсов? Добрый вечер. Действительно, вот с прошлого года у нас ведется факультатив «Якутский язык для начинающих». Здесь я второй год обучаю, и учатся студенты Северо-Восточного федерального университета разных подразделений. Очень хорошо учатся вот медицинский институт, юридический факультет, институт психологии и остальные подразделения. А вот по возрастам как-то вот самый старший есть кто-то? Так отмечали для себя? По возрастам, да. У нас учились в прошлом году стажеры из Германии. И, они, ну, в возрасте они, наверное, около 40 лет. Ну, это все равно студенты. Ира, ну тебе до 40 еще далеко, Они, через только 20, так все учились нормально. в магистратуре. Учились в магистратуре. Хорошо, у меня следующий вопрос к Халану. Возможность создания Википедии на якутском языке начали обсуждать на форумах еще 15 лет назад. Вот интересно, сколько человек тогда высказывались за создание раздела? Десятки или сотни? Ну, все, наверное, поддерживали, но вот чтобы сами начать что-то писать, это вот всегда было проблемой, потому что никто же не считает себя крупным специалистом в какой-то области, и вот наша как бы якутская такая психология, что мы достаточно такие, как это назвать, но не очень гордые в этом отношении. Поэтому, да, все поддерживали, но вот чтобы начать писать, это уже только наша наиболее продвинутая часть, которая в то время жила за рубежом. Вот, например, это были в Париже жил наш земляк, отец Арсена Томского, профессор Томский, Григорий Томский. Вот он как раз первым как бы стал очень активно поддерживать. Потом одна девушка была, Екатерина Потапова из Германии, где она вот училась тогда. Потом из Соединенных Штатов Америки Михаил Кырага тогда поддержал, как раз технические вещи делал, наши все википедийные. Вот так. А уже сейчас вот как раз и студенты пишут, и пожилые люди пишут. Ну, вот таким образом. Если я не ошибаюсь, сейчас раздел якутской Википедии, Саха-Википедия, он один из самых крупных разделов Википедии вообще на национальных языках России. России. Имеется в виду. Ну, не самый крупный. У нас 13 тысяч статей. Например, в татарском разделе 250 недавно тысяч статей перевалили рубеж. Но по качеству написанного мы действительно одни из лучших, скажем так, на тех языках, которые пишутся на языках России. Это около 33 Википедий на языках России. А всего у нас существует в мире около 300 штук. Вот 1/10 часть это на языках России. Это наша гордость тоже. Ну, достойно представлена Якутия. Следующий вопрос к Акулине Александровне. Какие слова с русского на якутский чаще всего переводят неправильно и наоборот с якутского на русский? Ну, нужно сказать, что при переводе, ну и когда двуязычные люди, да, говорят на втором языке, всегда происходит вот интерференция, то есть интеркаляция, то есть влияние вот родного языка на второй язык. Да, и поэтому все якуты, ну, большинство якутов ошибается вот в определении рода. Да? Ну, даже я иногда бывает, что в причастных оборотах иногда вот путаюсь и в общем, ну, думаю, прежде чем сказать, да, как род выбрать. А вот, ну и, например,
дательный падеж у нас, который отвечает на вопросы кем я хатоха, кому чему. То есть, да, он также имеет признаки и какого-то древнего падежа, то есть указывает на направление и на место, да, то есть соответствует русским предлогам «вна», да, вот это окончание «га». И поэтому, когда якут говорит по-русски, он иногда путает предлоги «вна». А вот какие слова, ну вот и русский язык, мы же все двуязычные, да, и вот русский язык влияет на якутский язык тоже. И поэтому, ну вот в послелогах мы путаемся, да, иногда. Например, обсуждаем тему на собрании на каком-нибудь и говорим, что тула, да, тухара тула кепсетевит. А на самом-то деле вот этот послелог тула, он означает вокруг, да, а не о чем-то. Вот такие вот. Спасибо, Оксана. Вот как раз я предлагаю сейчас посмотреть нам вместе с вами и со зрителями, как студенты уже Ульяны Романовны справляются с изучением якутского языка. И студенты это необычные. Это студенты из разных стран, которые обучаются у нас в Северо-Восточном федеральном университете и республик России. Наоми Кафи из США, Багус Фамура Малик из Индонезии, Батыговы Мурат и Жамиля из Ингушетии. Внимание на экран. Иетил күнінен әгер дәлейбін, сақатыла сайда турдун. Ие тылгытын Харистан. Bargi tigar agerde. Min atim bagus Indonesiatan. Sanya dilinan agar delibin. Bu jil bihe elbeh julu. Urunu silahi sirdegi agalin. Dörba Cemile. Dörba Murat. En hanlık öğrenehin. Min sınıfıga diz barahıgar öğrenebin. Bert ebit. Min emeğe anna öğrenebin. Ульяна Романовна, сколько иностранцев и из каких государств изучали с вами якутский язык за весь период? И много ли студентов из других регионов России? Ну, в этом году у меня очень много студентов, можно сказать, да, прибавились. Это из Индонезии, Багус Фамура Малик, из Америки, Наоми Кафи, и вот как видите, из Ингушетии у меня студенты, да. И там еще вот незаписанных тоже очень много, на самом деле, да. У студентов интерес большой, можно сказать, очень старательные, стараются много узнавать о Якутии, о нашем университете, о климате. В общем, с ними работать очень интересно. И еще о нашей литературе и, безусловно, о нашем языке. Спасибо. Ну, следующий вопрос уже к коллеге задам, но, наверное, уже как члену Совета по языкам при главе республики. Халан, вот расскажите, почему якутский язык важен для других народов России и для жителей других стран? Почему человеку, не изучающему якутский язык, важно, чтобы он существовал? Для чего в целом нужно поддерживать все языки коренных народов? Потому что эти вопросы очень часто возникают в спорах и на форумах. Вот зачем, когда есть там один язык, давайте все его выучим, и на этом будет все хорошо, как там на Вавилонской башне все разговаривали на одном языке, вроде все друг друга понимали. Ну да, вопрос очень хороший. Действительно, зачастую представителям крупных языковых сообществ, ну, таких как англоязычные, ну, русские, наверное, все такие вот наши, ну, потуги языковых активистов, вот представителей относительно малочисленных народов и языковых сообществ кажутся какими-то такими второстепенными, несущественными, потому что, ну, мало ли там, пусть он изучает английский язык или русский язык, если хочет там добиться чего-то большего, да. Ну, на самом-то деле вопрос стоит немножко шире, потому что язык — это способ восприятия мира и способ решения каких-то проблем, допустим, да. И то, что, допустим, китаец не смог решить, может решить русскоязычный человек, который совсем по-другому эту проблему рассматривает. Поэтому вот эта языковая картина мира, она богатство всего человечества, хочется сказать. И поэтому
для всех людей, для всего сообщества, для человечества очень важно сохранять даже малые такие языки малочисленных народов. Вот. Но еще такие соображения есть, которые могли бы, скажем так, сподвигнуть людей поддерживать такие малочисленные группы языковые. Да? Например, человек, знающий свой родной язык, свою родную культуру, он приносит больше пользы обществу. Это как бы априори. Да? А значит, он больше пользы приносит всему человечеству и в том числе своему ближайшему соседу. Вот потому что он счастливее, потому что он может раскрыть с помощью своего языка больше своих талантов, которые ему от рождения даны. Да? И второе соображение такое, с точки зрения безопасности, что ли, скажем, человек, который недоволен чем-то, что его язык не воспринимается как настоящий язык, что не принимается во внимание, да, таким человеком легко манипулировать. А человек, у которого право на язык хорошо реализовано, что он, если хочет, может изучать язык свой, да, когда он видит, что его язык уважают, что его язык уважают и соседи, и государство, тогда он будет более таким устойчивым и не будет искать каких-то союзников на стороне. Я вот так думаю. Спасибо, Николай. Кстати, я пару лет назад, задаваясь вопросами, создала WhatsApp-группу Саха-Тыла, и Николай там тоже с людьми, которые знают якутский язык, а когда нужно что-то там спросить, уточнить, перевод и так далее. Но группа до сих пор живая, между прочим. Очень много желающих в Фейсбуке у меня сразу стали писать, даже незнакомых людей просили добавить. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос нашим гостям можно прямо сейчас по телефону студии 841 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну вот у меня вопрос сразу же возникает, как у человека, который иногда пользуется возможностью перевести русское слово на якутский или наоборот, чтобы понять, о чем общаются иногда в чатах или пишут на форуме. Каким сервисом или книгой лучше воспользоваться, чтобы перевести с якутского на русский, ну и наоборот? Как-то я пробовал, вот на Яндексе появился там переводчик, но все просто смеялись над этим переводом, и он не соответствовал действительности. Акулина Александровна, что посоветуете? Про Яндекс.Переводчик я хочу сказать, что он у нас как новорожденный ребенок, пока делает первые шаги. Но Яндекс же сама обучающаяся система, и чем больше мы вкладываем текстов на якутском языке в это интернет-пространство, тем лучше он станет в последующем. Но об этом Николай Николаевич лучше расскажет, наверное. Я хочу на ваш вопрос ответить, что есть у нас в интернете портал sahatila.ru, очень хороший портал. Пользуясь случаем, я бы хотела сказать разработчикам этого сайта, сказать очень большое спасибо от себя лично и от имени своих студентов, и от имени всех переводчиков, потому что там это электронный словарь, во-первых, да? Вбиваешь туда слово, выводится перевод на русский язык и обратно. И даже есть якутско-английские переводы. Да? Дальше там есть книги, раздел книги, и там есть очень много словарей. Начиная от словаря Пекарского, словарей под редакцией Петра Евсеевича Слепцова, который в советское время зеленый словарь, желтый словарь называют мои студенты, да? Орфографический словарь там есть, и библиографическая редкость – это словарь фразеологизмов Милунова. Там очень много всего есть.
И есть 15-томный словарь якутского языка, который вот новый, да, и удобно им пользоваться, потому что там есть гиперссылки, нажимаешь, находишь свое слово. Вот. И там есть раздел аудиокниги, и в этом разделе есть аудиокурс якутского языка, который сделала наша Ульяна Романовна вместе с Лидией Егоровной. Аудиокурс якутского языка. В общем, это очень хороший портал. Всегда им пользуюсь и всем рекомендую. Ну и, конечно же, порталы национальной библиотеки, якутская Википедия тоже. Да, и есть еще ВКонтакте Сахалы Кенигеляр группа. Там тоже есть словари. И якутская литература на русском языке там тоже есть. Можно взять, почитать книгу в разных форматах. Есть. Рекомендую. Спасибо большое. Про подкаст действительно ценная очень информация, потому что всегда же важно еще послушать, как это правильно произносится. Ульяна Романовна, а носителям каких языков проще всего учить якутский? То есть понятно, что, наверное, туркам, да? Или с какими-то, может быть, еще иностранными языками, не только тюркскими, якутский имеет общее произношение звуков, еще какие-то сходства. Ну и правда ли, что туркам совсем легко учить якутский? Ну, на самом деле, студенты изучают вот своим старанием, да, и у меня очень хорошо учились вот в Германии Гандер Габриэль Петровна. Гандер Габриэль Петровна. Она освоила за 1,5 года, можно сказать, на узвальном уровне. И интенсивность вот занятий у нас была в неделю 2 раза. И я всегда ее восхищалась, и до сих пор всем рассказываю, да, что именно все берется упорством, старанием и желанием. Спасибо, Ульяна Романовна. Гандер Габриэль Петровна. Вот у меня вопрос теперь к Николаю. Знаете, как-то вот так задумался, вот вы же все-таки создавали этот ресурс, и всегда, наверное, сложно с чего-то начать. Вот какая была первая статья на якутской Википедии? Сейчас вы уже сказали, что численность этих статей дошла до 13 тысяч, там, с хвостиком даже. Может быть, вы как-то отмечаете юбилейные статьи, там, 14-тысячная, 15-тысячная статья? Ну да, в принципе, вот такие юбилеи мы в качестве такого информационного повода, чтобы немножко попиарить наш проект, мы, конечно, делаем. Первую статью писал не я. Вот когда мы начинали этот наш проект, нам помогали разные из русской Википедии наши друзья, да. И там был один такой товарищ, родом из чулымских татар, сам сибиряк, и он вот во время в ходе таких консультаций у меня вдруг спросил, как будет это слово, как будет то слово. И я перевел ему, и тут вдруг он пишет, вот я создал первую статью, да, а статья была про Сибирь. Вот, очень короткая статья, там из одного предложения состояла, но вот, исторически вот этот товарищ у нас является автором первой статьи. Такой вот курьезный момент. Вот, я тогда, помнится, еще немножко досадовал, а сейчас это как раз наоборот, мне кажется, очень хорошим фактом, который можно рассказывать. Вот таким образом. Ну а юбилеи мы тоже, да, отмечаем не только вот такие по достижению каких-то вот порогов, да, каких-то круглых цифр. Ну и обычные юбилеи мы тоже вот недавно, вся Википедия, она отмечала 20 лет очень так широко. Спасибо. Акулина Александровна, вот вы в начале разговора сказали, что русский язык влияет на якутский язык. Мы поговорили немножко о транскрибации, да, это вот эти вечные проблемы, как писать в газетах «Республика», в якутской газете, или «Республика». Да. А подвержен ли якутский язык изменениям в современном мире? То есть как в нем приживаются неологизмы? Например, прошлый год богат на новые слова: коронакризис, локдаун и другие. Вот как это по-якутски звучит? Конечно, с каждым годом, да, с каждым днем наши языки проникают новые слова, новые термины. И язык, как живая система, эти языки, слова принимает
по-разному, да. Какое-то слово само уживается в своем исконном виде, да. Если соответствует каким-то вот гармоническим законам языка, например, да, в произношении подходит. Ну, конечно, многие слова имеют свои эквиваленты и в якутском языке тоже. Например, вот вы упомянули слово «хамсык», которое подходит по значению слову «эпидемия». Да? Ну, если говорить о заимствованиях в современном якутском языке, то здесь существуют такие две основные стратегии, скажем так, да, что первое — это находятся слова, ну, те, которые вносят эти слова в оборот, это журналисты в основном, да, в первую очередь журналисты, они ищут подходящие слова в лексическом составе якутского языка. Это могут быть точные эквиваленты, это могут быть какие-то поясняющие моменты, это могут быть уподобительные какие-то слова, да, то есть ну, термины же возникают из уподобления. Ну, например, если мы ландшафт посмотрим, да, то мы же как тело человека определяем, где, ну, пёля тага там и так далее, да, ну, там ТВТ и так далее, да? Ну, примерно такие же переносы случаются и в современном якутском языке. А вторая крупная стратегия — это вот именно вот транскрибирование, то есть слово, термин заимствуется в таком же виде, но немножко вот видоизмененном фонетически, то есть по законам принимающего языка. Это и в русском языке, и в якутском языке, и во всех других языках. Если язык защищает свою артикуляционную базу, то таким образом. Ну вот когда не надо задумываться, да, или когда нет времени задумываться, искать в исконном словаре вот подходящее слово, да, тогда проще, конечно, транскрибировать. Но эти транскрибированные слова, они же все время хочется их произнести. Нет, по-русски, я сейчас с WhatsApp да? И сама тогда отвечу. Получается, незачем как бы переводить. А потом Иван Поэтому надо искать в своем языке какие-то подходящие слова. Спасибо. Спасибо. Вот на WhatsApp пришел вопрос. Здравствуйте, почему не пропагандируют якутский язык и почему до сих пор не создают переводчик якутского языка? Ну, мне кажется, мы сейчас... Переводчик, по-моему, есть. По-моему, сейчас как раз Даже занимаемся такой. пропагандой якутского языка на канале Якутия-24. И как раз вопрос вот Ульяне Романовне Ульяна Романовна, вот про переводчик. Да, и про переводчик, и вообще в целом про вот курсы занятий якутским языком. Есть ли вообще переводчик? Но я помню, что даже целая книга, там словарь был якутского. Нет, ну, наверное, человек просто не знает о том, что вот Яндекс-приложение есть. Я думаю, посмотрит программу. Ну, да. И вот как раз про занятия якутским языком. Я еще помню, когда я работал в окружной администрации, еще тогда главой был Юрий Владимирович Заболев, он пытался ввести эти курсы. Кстати, на базе 26-й школе. В 26-й школе были бесплатные курсы, я туда даже ходила. Вот. Потом все это затихло, в 2014 году тоже там ничего не было. Вот когда появились ваши курсы, и могут ли там принять участие не только студенты СФУ, но и простой желающий, и, соответственно, как записаться? Да, вот мне прям очень интересно. Угу. Так, спасибо за вопрос. Вот на сайте sahatala.ru вот Николай Николаевич Павлов Халан нам очень помог, и мы там включили вот аудиокурс якутского языка, да, первый год обучения в разделе аудиокниги. Так, также мои студенты там пользуются академическим словарем, да, то есть они опираются, находят слова на русском, значит, существительные, начальные формы глагола, да, и дальше уже с усвоением грамматических форм сами оперируют, основываясь на этот словарь. Так, а на курсы можно записаться, можно найти меня, конечно, мой факультатив, значит, якутский язык для начинающих. Так, у нас вот на сайте Северо-Восточного федерального университета он существует.
И, значит, студенты записываются личным кабинетом студента. Отправляют заявление, я лично их принимаю. Так. Со стороны желающие тоже могут меня найти на сайте вот, значит, Северо-Восточного федерального университета, факультатив «Якутский язык для начинающих». Мы поговорим и обязательно примем участие. Угу. Николай, Википедия создавалась как свободная энциклопедия, которую каждый пользователь может дополнить. И вот общее количество правок в Саха-Википедии более 363 тысяч. Правок только, представляешь? Вот что в якутской Википедии появилось благодаря читателям? Какие статьи? Ну, да, вот в самом вашем вопросе содержится практический ответ, потому что люди вот иногда не понимают, что Википедию создают не какие-то назначенные специалисты, какой-то круг, вот, коллектив авторов, да, ученых, а это делают добровольцы. Обычные люди, которые чувствуют в себе некий груз знаний по своей тематике. Да? Либо это их хобби может быть, либо это их работа может быть. И вот каждый человек может взять и написать статью, либо уже в существующей статье что-то исправить. Поэтому на ваш вопрос ответ такой краткий. В Саха-Википедии все появилось благодаря читателям. Вот. Сначала человек читает, потом чего-то не находит, либо находит что-то недописанное и вкладывает свой труд. Поэтому, ну вот так отвечу. Вот вопрос, наверное, всем нашим гостям сегодняшним. На ваш взгляд, как лучше всего изучить якутский язык? Посещать курсы, смотреть фильмы, значит, слушать песни, читать... Петь песни. Петь, да. Да, кстати, да. Заниматься да. по самоучителю. Как вариант. Вот совет от каждого, буквально такой коротенький, 20 секунд. Давайте начнем. Николай, с вас. Ну, как участник Википедии, я сразу же, конечно, попиарю свой проект, в котором принимаю участие. Человек в Википедии может действительно изучать языки, он может там изучать и якутский, и английский, и русский. Просто туда, если пишешь, то если пишешь неправильно, то очень быстро он исправляется, да, уже носителями другого языка. И поэтому, сравнивая вот эти исправления и самому строя предложения, вот эти энциклопедические, да, человеку достаточно легко может, мне кажется, научиться. Это для продвинутых. Как дидактическим пособием может пользоваться. Так что присоединяйтесь. Акулина Александровна, ваше мнение? Ага. Ну, я хочу сказать, что обучение якутскому языку, разговорному якутскому языку начиналось еще в 20-30-х годах. Это вот политика коренизации, да, руководства. Вот потом в 90-х годах это тоже усилилось, тоже начали проводиться курсы в министерствах, ведомствах и так далее. В нашем университете с 1996 года на всех факультетах ведется якутский язык по трем уровням: начинающие, продолжающие и те, которые владеют якутским языком. Да? И вот Ирина, наверное, попала бы в среднюю группу продолжающих, которая очень сложная, да? Потому что сколько студентов туда придет, у них у всех разный уровень владения якутским языком. Кто-то знает только на бытовом уровне, кто-то читает, но не понимает, кто-то там читает, понимает, но не может, у него языковой барьер и так далее, да, вот с каждым приходится работать индивидуально, ну, пришлось бы работать индивидуально, да, вот, и изучение иностранных языков, ну, новых языков, скажем так, да, потому что якутский язык, он же не иностранный, вот, требует, конечно же, упорства и требует какой-то отдачи, да, чтобы время в своем дне. Да, кстати, время нашей программы подходит к концу. Если вот Ульяна Романовна успеет сказать буквально вот... Ага.
Ну, желаем всем удачи и загляните обязательно на сайт sakhatala.ru в разделе аудиокниги, где находится наш аудиокурс, первый год обучения. Да? И также мы с Министерством образования тоже работали над программой «Язык сахака государственный» и разработали учебные пособия. А я могу вам после эфира позвонить и записаться к вам на курсы? С 5 по 9 классы. Всем рекомендую и всем желаю удачи и всего доброго. Спасибо большое. Благодарим наших гостей за интересный эфир и представленные видеоматериалы. Спасибо всем, кто прислал свои комментарии на горячую линию, задавали вопросы, и приятного вечера. Оставайтесь на нашем телеканале. Через несколько минут начнется выпуск новостей. А с вами мы увидимся на следующей неделе. Следите за анонсами нашей программы. Всего доброго.